Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 18 июня 2021 года, 21:01 по Берлину, соответственно 22 по Джохару. Приветствую всех, друзья. Ассаламу алейкум. Скажите, как меня слышно, как меня видно. Так, сообщений никаких нет. Салам алейкум, ассалам, всем слышно, видно нормально. Все отлично. Алейкум салам, как найти Машуваль. Давно не было стримов. Собираемся вяло или из-за жары. Так, Вилпес Инкульда, Машуэль, Дейлерса Машуэль, как найти, тоже вас всех рад приветствовать. Как у вас, жарко, друзья? У нас очень жарко. Да, невыносимо просто жарко. Особенно для климата, для влажности Гамбурга это очень жарко. Так жару было трудно переносить в Петербурге, я помню. Тоже большая высокая влажность. Из-за этого было немножко тяжко. Ну, сейчас то же самое. Так, прохладное лето дома, Асан. Дома прохладно, да? Ну, не знаю. Дома тоже жара у нас всегда обычно стояла. Может, в этом году получше чуть-чуть. Вечер добрый всем соратникам, борцам с империей зла. Фриман антипутин. Приветствую тебя, Фриман, Машволь. Еще, так, Аслан, да, жарко, а еще, если надумали хвалить Байдена, думаю, не стоит спешить с этим делом. У тебя всегда на все есть совет, как найти. Сборной Deutschland болеет Дешвуйго. Дейруац не смотрел, футбол вообще не смотрел, вообще времени не было, ни футбол смотреть, ничего либо другое. Ну, в Фейсбуке у себя бываю и все, больше особо нет никаких. Так, перед началом я бы хотел бы вам одно видео показать. Небольшое. Короче говоря, наводнение. Что-то там случилось в Крыму. И вода поднялась, короче. И Аксенов по кличке Гоблин. У России губернаторы, депутаты, убийцы какие-то клички, погонялы, короче. Кадыркины, Аксеновы. И все поголовно убийцы. Интересно в России все складывается. Умом не понять Россию. Ну, давайте посмотрим. Короче, наводнение. Наводнение в Крыму. И в это время приехал с проверкой Гоблин. То есть Аксенов, тот самый Аксенов. И, короче, ситуация следующая. Он с чиновниками какими-то в лодке. И наводнение, и 3 человека плывут в грязной, вот в этой воде. 3 человека в воде, в одежде плывут к этой лодке. Ну, может быть, рассчитывают, что это спасатели, их сейчас вытащат и так далее. Просто посмотрите это видео, вы просто будете обрадованы увиденным. 12 часов, та сторона начала спадать. Она и там в коридоре. Вы технически считаете, что мы сделать ничего не можем? Еще сделать не можем. Вот я даже с собой привез. Ничего, вы считаете, говорит он, это 24 Крым, это Россия, канал их, наверное, это Россия.
Он говорит, вы считаете, ничего сделать не можете? В это время 3 человека еле-еле перебирают руки и плывут в одежде. Хотя бы 3 человек спасти-то можно. Но русская душа, она такая, ей надо, если всех спасать, то только всех. Ну, или всех уничтожать. Вообще ничего не можем, получается, так. Мы же устали такие бедолаги. Знаю, где перекопать дамбу, или нет. Аксенов бросил последний взгляд мне. Какое серьезное, олицетворенное интеллектом лицо, смотрите. Давайте еще раз. 12 часов, здесь уже 20 часов. Та сторона начала спадать. Не знаю, как вам, мне очень смешно. То есть вы технически считаете, что мы сделать ничего не можем? Ну реально, вот я даже с собой привез мелиоводков. Вообще ничего не можем, получается, так. Смотрите, Аксенов глянет на них. Вот она речь. Знать бы, где перекопать дамбу, или нет просто такой дамбы, чтобы сбросить. Астопера. Ну, не знаю, как вам, мне было весело. Так, пойдемте дальше. Так, Слава Ичкерии, Рагнар Донецк, Ольд. Героям слава. Так, все будет Ичкерия, живи Беларусь, салам, друзья, Албания forever. Все будет Ичкерия. Приветствую тебя, Албания. Русские своих не бросают, да, не бросают. Просто прелестное видео. Анна Старовойтенко. Вильпесенкут, диалог на фоне, это отдельный юмор. Да. Здесь много что над чем можно смеяться. Поэтому смейтесь, люди, смех продлевает жизнь. Так, давайте посмотрим. Так, это не то. Так, что еще тут было-то интересного? Ну ладно, давайте почитаю ваш пока комментарий. Асна, как найти? Асна, если что-нибудь конкретно насчет наших ребят в Украине, санкции и так далее. Пока новости хорошие есть, диалог ведется. Сегодня Рада, это я тоже вам должен был сообщить, сегодня Верховная Рада Украины приняла, парламентарии там проголосовали за то, чтобы поставить вопрос перед Зеленским. Там по-украински было, я не совсем понял, но речь шла о том, как я понял, что исключение батальона имени шейха Мансура из санкционного списка, и вот этот вопрос выносился на обсуждение, на голосование, и будет поставлен, кроме двух голосов, все были за, 2 голоса были против, по-моему, там несколько воздержавшихся, но 180, около 190 человек, я даже сделал скриншот, это 190 депутатов проголосовали большинством, абсолютным большинством, за то, чтобы этот вопрос был поднят. И проголосовали 166 человек. 187 человек за, 2 против, не голосовало 67, утримались, воздержались 70 человек. Короче говоря, 72 человека, 2 это против и 70 воздержавшихся, 67 не голосовали, они, наверное, отсутствовали. Из 326 человек решение было, соответственно, принято. Из больше половины, 60% где-то, проголосовало за то, чтобы поставить перед Зеленским вопрос об исключении батальона имени шейха Мансура из санкционного списка. Есть хорошие, обнадеживающие новости об этом, вот, которые поступают. Было общение батальона, представителей батальона с администрацией президента Зеленского.
Они сказали, что разберутся, и, скорее всего, мы скоро услышим исключение батальона из санкционного списка. Как только их исключат из санкционного списка, мы обязательно вернемся к этой проблеме. Пока мы, как видим, пока только слова, но, если не считать, конечно, голосование парламента, это очень серьезно, это очень важно, что парламент высказал свою позицию по этому поводу. К большому сожалению, 72 человека из 300 с чем-то, это более 40% людей от общего числа, и из 250 голосовавших, 240 голосовавших, это где-то 25%, которые, даже 30%, которые воздержались, что не очень хорошо. Но это говорит о том, что 70 человек воздержались. Но здесь вопрос стоял, в принципе, однозначно, да, что защитников, эти депутаты, которые воздержались, или 2 депутата, которые были против, эти депутаты не могли бы заседать у себя в Верховной Раде, если бы не были бы эти защитники, в том числе чеченские, ингушские, дагестанские и другие, которые защищают Украину. Но, несмотря на это, мы видим, что большинством голосов это все-таки принято. И это говорит о том, что друзей у нас в Украине больше, чем недругов или же там откровенных врагов. Поэтому пока все нормально, дал Бухаста. Будем надеяться, что в этом русле все и закончится. Как говорится, все закончится хорошо. Так. Теперь, наконец, Аксенов получил желаемую воду. И сами дают. Да, воды много сейчас. Так. Фриман антипутинизм. Если не накажут тех, кто внес этих добровольцев в этот криминальный список, то подлости, пакости, убийства чеченцев в Украине продолжатся. Фриман, я считаю, что да, ты прав, но убийства, подлости, пакости продолжатся в любом случае. Это тоже я считаю. И, конечно же, нужно обязательно назвать фамилию виновного и привлекать его к ответственности. И до того, пока не будет этот человек обозначен и привлечен к ответственности, непосредственно принимало решение, скорее всего, МВД, аваковские товарищи принимали решение, и, видимо, эти товарищи или группа товарищей должны как-то объяснить, почему они их туда внесли. И всех, кто хочет помочь батальону, вы можете помогать им. Господа, на самом деле батальон не богатый, они никаких денег не награбили. Может быть, я с ними поговорю, и чтобы они нам предоставили какие-нибудь свои реквизиты, например, какая-нибудь юридическая помощь потребуется. Давайте все вместе попробуем оказать помощь батальону, по крайней мере, хоть какое-то участие принять. Не просто мы говорили об этом. Хотя это тоже сейчас очень было важно и есть важно, и еще это не закончилось, пока просто только обнадеживающие новости. Будем надеяться, они закончатся, как я сказал, хорошо, вся эта история закончится, но давайте не оставлять их без нашего участия и внимания. Так что, если бы у батальона были бы там деньги, или каким-нибудь криминалом они занимались, как они говорят, то, я думаю, они бы по-другому вели бы себя, ездили бы на других машинах там и так далее. Поэтому давайте не оставаться безучастными. Также это касается украинцев, также это касается чеченцев, всех и ингушей, и дагестанцев, и всех остальных это касается. Так что вот такие вот дела. Пока все нормально. Лайки ставьте, друзья. Кто не поставит лайк, тот свинорусский. Максим, господа. Так, подождите, я поставлю лайк.
Так, а как помогать финансово? Номер карты дайте. Игорь Кирилюк, я обязательно, я с ними сперва поговорю, нужна им помощь, нет, в каком виде это все должно быть, потому что их обвиняют, шансы на успех очень хорошие у них, но в любом случае работа адвоката должна оплачиваться. Адвокаты взялись, очень хорошие адвокаты взялись за их дела, которыми занимаются, их делами занимаются адвокаты. И шансы на успех, выиграть дело, полностью развалить одно дело, потому что оно просто шито белыми нитками. Второе дело, по всей видимости, будет обвинительное. Это хранение пистолета, по-моему, есть там такое. За это, может быть, в связи там с наградами, какими-то заслугами перед Украиной, может, будет какое-то смягчающее обстоятельство, обязательно оно будет, но, скорее всего, там обвинение будет не в пользу обвиняемого, но, опять же, это небольшой срок, даже, может быть, это будет условный срок, может, это будет штраф. Но это реалии, вот это настоящее, что есть, какие претензии, ни о каких там ворах в законе, каком-то криминалитете речь не идет, а речь идет о пистолете, который человек, военный человек, у которого, скорее всего, был обнаружен. Посмотрим, будет видно. Так, леди, Машволь, Аслан и все остальные, Дели, Салам, Маша, леди, Хойовель, Маш. Ассаламу алейкум, ичкери кендигет, Аслан Керима. Ва алейкум ассалам, Аслан Машволь, Шевига Машволь. Так, и сами, да, крымчайте, набирайте во все закрома воды до следующего судного дня, это вам знак свыше. Так, давай, даю Богу. Так, Фриман антипутин. Путин говорил, что начал войну в Чечне и убивал чеченцев в интересах русского народа. Отвечать за геноцид должен тоже русский народ, как и немецкий, за преступления нацистов. Да, вы видели это видео в прошлом стриме. Я тоже это показывал, когда короткое там небольшое видео, когда президенту фашистской России Путину был задан вопрос по поводу, убийца ли он или нет. На что Владимир Путин сказал, что да, он это делал в борьбе с ваххабизмом, там, терроризмом, и для того, чтобы и для русского народа. Короче говоря, нас, чеченцы, убивали ради русского народа, и я теперь думаю, что русский народ должен нести ответственность. Ну, даже если мы не думаем, да, возникает какой-то вопрос, что вот мы там какие-то там плохие люди, обвиняем весь русский народ, там, например, убитого Буданова, например, там поставили ногу на его мемориальную плиту, где он был убит. И мне пишут, как ты можешь, ты фашист, ты там такой-сякой. Нет, я абсолютно не фашист, но давайте возьмем какого-нибудь там нацистского насильника, убийцу, женщин, детей. И давайте тоже будем считать, что он имеет право на то, чтобы о нем не говорили вообще, не упоминали в суе о нем, да, когда умер и все закрыли. Нет, Буданов это олицетворение зла, творимое русскими, российской армией на территории нашей страны. И это не осквернение, это не на могилу, а на памятную плиту, которая абсолютно напрочь лживая. Какой-то герой, ну да, может быть, он герой России, предательски убить там. Кем он предательски убить там, может, они подразумевают, что там Кадыров его убил там и так далее. Кадыров не имеет к этому никакого отношения. Предательски убить врага невозможно. Предательски убивают только друзья или близкие люди.
враг он не убивает предательски. Подло, из-под тишка, как это сделали убийство, как было совершено убийство Хангашвили, в спину выстрелили, упал, подошел, добил. Это могут россияне, фашисты русские делать. Чеченец обошел его, посмотрел ему в лицо и выстрелил ему в лицо. И когда Юсупу Тимирханову задали вопрос, как ты смог, тебе сейчас светит там 15, минимум 15 лет. Как ты смотришь на это, на то, что ты сделал? Не сожалеешь ли ты? Когда ему задали вопрос в личной беседе, Юсуп сказал, что тот момент, который он увидел, страх в глазах этого Буданова, ради этого момента он готов был бы еще 15 лет получить, чтобы еще раз увидеть эти свиные глазки. И Буданов это один лицо, это просто олицетворение было всего. И мы так и будем это в истории оставлять, олицетворение зла русских, творимых на нашей земле. Опять же, речь идет не о всех русских, а только тех фашистах и имперцах, которые одобряли уничтожение, присоединение там, Чеченской Республики Ичкерия к фашистской России. Ну, вот так вот мы должны об этом говорить и не стесняться. Даже я, правозащитник, я буду об этом говорить. И я нисколько не могу оправдать ни Путина, ни Гитлера, ни Буданова, ни какого-нибудь другого убийцу и насильника. Кем бы он ни был, русские военные все являются, практически все являются насильниками. Это считается русской доблестью. Захватить город, изнасиловать женщин, вырубить лес, сжечь стога сена, угнать всю живность, убить всех мужчин, убить всех детей. Вы это прекрасно видели и в Чеченской Республике, вы это видите сейчас в Украине, на востоке Украины, где в секретных тюрьмах пытают, убивают, мучают людей. То же самое происходит в Сирии. Короче, куда приходит русский солдат, там не соблюдение военных правил, обычаев ведения войны, законов, правил ведения войны никогда нет. Это преступная армия, об этом нужно знать. Как бы они красиво, там, в красивые формы, иностранные машины не садились, наснимали это все на иностранные камеры, выкладывали это все в иностранный интернет, говорили, что они великие, а американцы и все остальные там лицемеры и подлецы и так далее. Но то, что творит Россия, русская армия, не творит ни одна армия, ни один мир. Да, мир не святой, далеко, к большому сожалению, мы это видим, мы это знаем, но сравнивать никого с Россией, просто рядом никто не стоит с этими преступниками. И мы это будем доносить до людей, чтобы люди знали. Так, как-то так. Извиняйте, очень жарко у нас, иногда нужно заправляться. Путин, отвлекая русский народ прививками ненависти к чеченцам, грузинам, украинцам от разграбления, создал из России концлагерь Путин-Лаг, где силовики это вертухая, а народ заключенные, работающие за пайку. Да, именно так. Именно так, и даже это дело да не в одном Путине. Путин это всего лишь там один человек. Дело в самой системе КГБ, дело в самой России. Там какая система? Никто не будет освобождать Россию. Никто. Русские сами должны это сделать. А никакие народы там американские, там, английские, немецкие, как они там нас все запугивают, что, вернее, свое население они этим запугивают,
что вот придут, нас захватят, там еще что-то сделают. И абсолютно это не так. Никто их не будет захватывать. У них миллионная, многомиллионная армия стукачей. Эти люди, эти стукачи, уже по закону им будут платиться пенсии. Короче, они уже на работе, на государственной работе. И за выслугу лет им будет полагаться пенсия. И вот они занимаются вот этой системой. Для того, чтобы это все убрать, и самое главное, вот эти стукачи, они далеко не все талантливые, умные, способные, они надежные, верные и исполнительные вот для КГБ. Вот это их главная вот эта функция — быть честными перед комитетом, перед конторой и беспринципными быть. Соответственно, за это, да, любой агент, он хорош, если чем больше он пост занимает, чем больше у него связей, чем больше он имеет возможности влиять на что-то. Соответственно, эти люди там разрастаются, вырастают на своих должностях. Другие же люди, которые не являются агентами этих КГБ, ФСБ, эти люди остаются не у дел, их там подвигать. Ну и речь не только о КГБ, есть еще и ГРУ, там еще, ну, в основном это КГБ, ФСБ и ГРУ военные. И вся власть от самого верха до любой государственной должности принадлежит агентам, стукачам КГБ. Соответственно, если вот это все убрать, остается прослойка людей, которые или ни с чем не связаны, или они не способны что-либо менять, они просто полностью подчиняются, смирились и живут вот в этом болоте. Или же они не могут ничего сделать, не смирились, но не могут ничего изменить. Поэтому нужно какое-то иностранное государство, как это было с Германией, которые вошли, заменили, выбрали элиту, поставили на эту элиту, коллаборационировали с этой элитой, вели пропаганду по телевидению тех преступлений, которые совершили, вызывая у немецкого народа чувство стыда, сожаления, которые они должны были изменить. Вот, то, что они натворили. Потом, как любой ответственный народ, да, мир сейчас он правовой. Вообще, любое государство, оно всегда было правовым. Даже во время монархии, да, были законы, которые нужно было исполнять. Народ, который не исполняет никакие законы, не имеет каких-то своих рамок, правовых рамок, он обречен, кем-то он будет управляться. Потому что он не соблюдает свои рамки, значит, кто-то заставит соблюдать его свои рамки. Вот никому не нужно потратить 2-3 поколения, захватить Россию, положить там много миллионов людей, как это было в Германии, и потом воспитать из этих людей нормальных людей, которые не будут представлять угрозу для человечества. Нет, никому это не нужно. Ни один народ, ни один лидер, ни одного народа не пойдет на это. Ему это не нужно. Если он любит свой народ, он патриот своего народа. Соответственно, чаще всего так и бывает. Лидерами являются люди думающие, хотя бы делающие вид, что думают о своем народе. Эти люди должны будут как-то поколение положить своего народа на воспитание. Нет, никому это не нужно. Пускай они будут, эти русские, это Россия, для того, чтобы показать, как не нужно жить, ну и делать свои какие-то дела со своим электоратом, показывая, вон, смотрите, страшный русский медведь. Или взять деньги у этого страшного русского медведя и сделать хорошо для своей страны, для себя лично, взять здесь коррупцию. Ну вот в таком плане будет развитие. Россия будет загнивать медленно, верно. Никакого всплеска не будет. Мы предупреждали раньше, почему Путин это делал аккуратно. Ну не Путин сам, а вот КГБ система. Они могли же это в 2000 году сказать. Все, стоп.
Никаких оппозиций, только у нас свои в партии, в Думе, только свои люди, губернаторов там назначает только президент. Это можно было в 2000 году сделать, как только он пришел к власти. Но тогда бы люди начали бы возмущаться, и они не были уверены в своих силах. Они делают то, к чему уже они подготовились и знают, что результат будет успешным, положительным, ну, минимум на 90-95%. Они тогда этого не сделали. Тогда была возможность у русского народа не дать себя загнать в то, помните, план Путина 2020. План Путина 2020 это вот то, что мы сегодня видим. Это отравление людей, уничтожение оппозиции, убийства, посадки и так далее, и так далее. И Навальному также разрешали развиваться для того, чтобы выявлять всех недовольных. Ведь дураку было понятно, что их всех грохнут. Но имеется в виду, всех их перепишут, арестуют и так далее. Это будет сделано. Тогда это еще в 2011-2012 году, когда Навальный слил эти митинги, было понятно. Но нужно было время, нужно было подготовиться потихонечку, не спеша. Русский народ вернулся в то свое состояние, в котором он пребывал последние 70 лет до развала Советского Союза. Во власти, абсолютной власти КГБ. Отличие только тем, что границы не закрыты. И это тоже, с одной стороны, хорошо для тех, кто делает. Потому что уезжайте, пожалуйста. Им самим нужно летать, да, сам, если ты даже с санкциями, отправить родственника, представителя, решать какие-то дела. Потому что миллиарды и сотни миллионов все здесь, в Европе, на Западе, вывезены из России. И закрывать границы нет необходимости. А недовольный, пускай бежит. Под этим видом еще можно агентуру засылать. Как, например, сейчас Гудкова заслали, Дмитрия Гудкова заслали в Украину. Ну вот, ситуация такая. Россию будут давить по всем фронтам будут давить, она будет закрываться. Скорее всего, мы увидим такое затянувшееся гниение фашистской России. Но вне зависимости, займет это год или 20 лет, вне зависимости от этого, конец России, он очевиден. И дай Бог, быстрее это все произойдет. Наше дело наблюдать, фиксировать и извлекать опыт и подготавливать своих людей, свои кадры к становлению своего государства. Для защиты наших прав, в первую очередь. Вот как-то так. Так, почитаем. Фриман антикотинез. Значительная часть россиян, которая зомбирована телевидением, не способна увидеть, что незаметно, но уверенно ведут к катастрофе. Да, они уже пришли к катастрофе. Вот в чем вся беда. Они пришли к катастрофе. Все, уже вырваться они не могут. Был шанс в 2000 году, когда их дома взорвали. Тогда народ, если вышел бы, разогнали бы вообще, как делать нечего. Не хватило духа. Проглотили русские. Проглотили убийство своих 300 человек. И потом аплодировали под бурные овации бомбежки нас. Да, это чечены, да, их надо уничтожить и так далее, и так далее. К большому сожалению, русские сами себе вырыли яму. Большому сожалению, потому что мы оказались с ними в этой яме. И рассчитывать на них мы не можем. Есть отдельные русские, которые искренне в своих побуждениях стремятся что-то изменить. Но как на народ, на пассионариев каких-то,
Да, есть русские какие-то пассионарии, какие-то националисты, ну, бред просто несут. Просто непонятный бред. Им вот и так объяснишь, они не могут, да, четко сформулировать, к чему они хотят прийти. Они хотят оставаться такими же великими, такой же большой страной, никого не отпускать, но быть одновременно демократами, чтобы соблюдались права и так далее, и так далее. Нет, так не бывает. Вы не можете уничтожать целые народы, захватывать целые страны чужие, и потом еще хотеть что-то как-то косметический какой-то ремонт. Это невозможно. Это невозможно. Поэтому, отказывая нам в свободе, отказывая другим в свободе, русские не могут ее получить, эту свободу. А самые их пассионарные, они и в этом нам отказывают. Вот и все. Вот. У Путина, у Сотника бывает, выступает, как его, забыл фамилию, сидел националист один. Поехал в Чечню, там с Кадыровым, там фоткался, там туда-сюда, там и так далее. Он о какой-то великой России говорит. Великая Россия будет, если она и будет, то она будет только без Чечни, без Чеченской республики Ичкерия. Никогда Россия не будет великой, когда в ней будет находиться оккупированная, как минимум, одна Чеченская республика Ичкерия. Никогда. И сидят люди, разговаривают, там что-то рассказывают, там строят какую-то, а потом едят к Кадырову. Кадыров коллаборант, это предатель, это изменник Родины. И тот человек, который его признает и не считает зазорным с ним вместе общаться, это такая же скотина, которая ничего не стоит предать свою потом Родину эту. Ну, нету. Да, оппозицию возьмем, вот эти Каспаровы, какие-то там другие, там что-то там пытаются сказать, сделать. Но они такие же фашисты, потому что это русским нужно. Ведь Путин убивал ради русских, ведь он убийца ради русских, хотя это тоже ложь. Он убивал ради миллиардов и власти, так как он убивал и русских ради русских. И почему-то он не сделал этих русских богатыми, а сделал только себя и группу своих друзей богатыми. Вот и все, что есть правда в настоящей России. Вот такая вот ситуация. Но это хорошо. С Россией покончено. Россия никто и ничто. И никогда она уже не станет кем-то другим. Ей один раз поверили. Ей разрешили как-то войти, допустить. Да, сейчас ее никто не будет уничтожать, никто не будет там делать, будут иметь какие-то с нее выгоды. Но опять же поверите России, что она какая-то равная, и ввести ее на те условия, когда над нами творился геноцид, а ее, эту Россию, принимали во все, там институты международные, Шаманов там у Джорджа Буша фоткался со звездой героя на груди в овальном кабинете. Как так? Эта звезда героя чисто за геноцид. Это кровь чеченского народа. Специально ее нацепил, пошел туда. И нам такой сигнал давали тогда американцы, что нет, это герой. Мы его принимаем в овальном кабинете. Ну вот теперь расхлебывайте. И американцы, и Запад, и все остальные. А мы будем напоминать вам, что без решения нашей проблемы ваша проблема не решится. Это так сложилось. Ключ находится у нас и для свободы России, и для свободы и процветания Запада. Так сложилось. Да, нас будут пытаться обойти, но мы для этого и есть, чтобы о нас не забывали. Мы будем об этом говорить, напоминать, и никуда не денется. Без решения чеченского вопроса других вопросов решать нет никакого смысла. И ничего из себя это не представляет. Одна имитация это только будет. Без решения чеченского вопроса. Но мы придем к этому. Человечество придет к этому. И мы приложим к этому усилия. Да, Аллах.
что мы вот замолчали, да, как нам вот преподнесли, ну вот сами посмотрите, это же на наших глазах все происходит. У нас был избранный президент, у нас парламент был, у нас государство было, международные наблюдатели были, и все, и выборы, и все демократические процедуры, все было. Да, мы совершили ряд ошибок. Мы совершили, имеется в виду представители нашей власти, совершили и ряд преступлений, преступных ошибок. Но среди нас была агентура российская, против нас велась война, даже когда она не велась открыто, вот эти 2 года после первой русско-чеченской, межвоенный период, до второй русско-чеченской. Мы в это время как-то неправильно себя повели, скажем так, да, это потом на чеченском языке можно будет сколько угодно между нами это все обсуждать. Но против нас шла война, мы ничего не могли сделать. Может, мы чуть-чуть как-то лучше могли сделать, ну, как-то и не могли мы лучше сделать, наверное. Что сделано, то сделано. Но факт остается фактом. Государство оккупировано, люди убиты, и никто не понес за это наказание. Ну, наша задача смириться с этой новой реальностью, которую нам создали, сказали и Масхадов, и Дудаев, и 300 тысяч убитые, и наша Ичкерия. Этого всего нет, вы ошиблись, это глупость. Это, ну хорошо, мы ошиблись, Дудаев ошибся, Масхадов ошибся, 300 тысяч погибших ошибся, 1 миллион человек, которые митинговали, выходили, они ошиблись. Ну а как же международные институты, которые нам помогали, которые фиксировали эти преступления, принимались разные решения в Европарламенте какие-то были. Это все имеется. Это нельзя как взять и отбросить. Но для того, чтобы это разбираться, нужна политическая воля, которой нет на сегодняшний день в мире. И что мы должны сделать? Сказать, ну ладно. Это была глупость, я потом понял, он потом понял, мы часть России, у нас своего государства никогда не было, мы не умеем, и нам и не нужно, вот так, получается, нам надо сказать, и все, и жить дальше. Ну нет, есть интересы Америки, есть интересы Запада, есть интересы Китая и России, и всех на земле, вот, а наших интересов как бы нет. Нет, я с этим не согласен. Я не считаю ни Америку лучше, ни Запад лучше чеченцев. Что они имеют больше прав, а мы имеем меньше прав. Нет, так не должно быть и так не будет. По крайней мере в моей голове, в нашей голове это так не будет. И мы не согласны с этим. Мы знаем, что у нас есть права, и мы будем эти права требовать. Это нормально, это законно. И пока мы их требуем, мы непобедимы. Самый вот конек, можно стереть с лица земли города, распылить нас всех, но право у нас отнять никто не может. И пока мы говорим, заявляем о том, что у нас оно есть, оно существует, и значит нас не победили, нас невозможно вообще победить. Это вообще невозможно. Захватить территорию можно, убить можно человека. Но сделать себя правым ты не можешь, если по праву ты не прав. В соответствии с огромным количеством документов. Мы это знаем четко, мы на этом стоим, и мы требуем себе своих прав. Вот и все. И мы этого добьемся. День это потребуется или 100 лет потребуется. Не имеет значения. Когда мы получим свою государственность, на этом это тоже не закончится. Да, будут люди, которые занимаются государственными делами ради зарплаты и карьеры, но будет костяк патриотов, которые будут тащить это государство. Это будет их крест, их бремя, которое они должны тащить. Хотя, может, это не такое уж и бремя, особенно в мирное время, это даже интересно, когда ты развиваешь свою страну. Но по большей части это очень трудная работа, которая на всю жизнь. И мы должны будем этим заниматься, бороться с преступностью, бороться с коррупцией, бороться со шпионажем и так далее, и так далее. И развивать нашу страну. Никогда это не закончится. Что вот наступит какой-то счастливый день и так далее.
Ну, оккупировали нашу страну. А что, есть какие-то страны не оккупированные на этой земле? Все страны кем-то когда-то оккупируются, они освобождаются. Другое дело, если воля у народа сопротивляться и не сдаваться. И если бы, например, это было бы вот в 91-м первая оккупация нашей страны, вот первые дни, годы оккупации, я бы, наверное, может быть, я ничего не утверждаю, вырезать и выкладывать ничего не надо, я бы, может, подумал бы, ну зачем нам это, ну жили там второсортными с русскими, ну и дальше будем жить, допустим, да, может быть. Но заплачено 4 века, не справлялись, у меня в голове не укладывается, как мы можем сказать, мы все, мы согласны, что что-то изменяется. Нет, мы народ, мы нация. Да, не в самом лучшем положении после геноцида, но мы народ, мы нация, и мы не можем отказаться. Какого-то там сумасшедшего они выбрали себе президентом, этот сумасшедший устроил геноцид, ну, лицемерный с 15 лицами, он там и так говорит, и так, там, и ложь, и правда уже, не поймешь где. А поставили нам какого-то своего гауляйтера, и там нас запугали, и все, и мы должны теперь в это поверить, но это невозможно. Я с этим в корне не согласен. И я знаю, подавляющее большинство чеченцев с этим в корне не согласно. Не знают, куда двигаться, не знают, что делать, как быть, потому что очень в тяжелом положении. Постгеноцидный народ мы. В таком положении не все поколения даже наши оказываются, хотя наши поколения переживали там 1-2 геноцида. Наши отцы, например, 2 геноцида пережили. Ну, все же уйдет. Все уйдет. Путин уйдет, Ельцин уйдет, ушел. Все уйдет. Чеченцы останутся. Чеченская республика Ичкерия навеки вечная. Есть и будет. Вне зависимости. Хочет Путин, хочет Россия. Признает ООН, не признает. Нам, да, хорошо, если мы не воюем, у нас инвестиции, у нас университеты, мы развиваемся. Но если даже нет мы в оккупации, ничего не меняется. Мы остаемся такими же свободными чеченцами, которые будут стремиться. Да, Алмула. Таши куять. Так, давайте почитаю ваши вопросы. Так. Фриман Антипутинец. Российская ложь о чеченских исламистах, террористах и украинских фашистах, приправленная нефтедолларами, охотно принимается некоторыми западными политиками. Да, и там очень важный момент, приправленные нефтедолларами. Они это делают не безвозмездно. То есть, они прекрасно понимают, что они совершают противоправное действие. Или противосовестное, против совести идут. Ну, идут на это. Но вот такой мир, мы знаем это. Нам могут говорить, о, лицемерный Запад, туда-сюда. Весь мир лицемерен. Весь мир. От востока до запада, от севера до юга. Все лицемеры, все преследуют свои как личные корыстные интересы, там и государственные, там, и так далее, интересы. У всех свои интересы. И у нас они тоже есть. И мы будем их отстаивать. И нам никуда от этого не деться. Потому что я верю, что мы нация, мы народ. А тот, кто не хочет отстаивать, там в России много народов, которые смирились. Мне интересно было разговаривать с дагестанцами. Когда учился, там работал, дагестанцами. Кавказец, там, имам Шамиль у него там борьба, свобода, там вот эти вещи. Плюс постоянные дискриминации со стороны русских, как кавказца, особенно работая там адвокатом в этой среде, когда ты видишь, как кавказцу дают на 5 лет больше, чем русскому, и кавказец, другой адвокат или юрист это тоже видит, и ты с ним разговариваешь, и он не говорит. У меня два раза было так. Вот
с дагестанцами, когда я говорил, и мне было как-то странно слышать о них, при всем при том, что есть, они согласны быть в составе России, что они россияне. Я говорю, ну как ты? Ты же видишь, вот поэтапно, смотри, это, прав нет, то нет, все нет, мы не развиваемся, университетов у нас на Кавказе нет, мы все в Москву приезжаем. В Москву ты приезжаешь, тебя на платное или с тебя берут взятки, а русскому дают учиться, чтобы он стал умным. А кавказцу за взятки такой подкормка для преподавателей, ну а русских они вытягивают, которые реально потом будут вносить вклад в развитие своей страны. Это очень странно, вот эти вещи наблюдать за этими народами, за этими людьми, которые не хотят. Ну как, вообще у меня кавказец не хотящий, там, осетины, например, вообще абсолютно практически обрусевшие люди, ни о какой свободе, там, своих правах не говорят. Да, они там как-то пытаются свое сохранить национальное, но очень сейчас у них все с этим плохо. То же самое у дагестанцев. И тоже странно, то что чуть-чуть другой пример, странно было общение с цыганами. На свадьбе, там бывал я как-то на цыганской свадьбе, и что они говорят, как они там делают, они тоже такие, вместе с Иисусом Христом был распят цыган, которому Бог Иисус, как они говорят, там разрешил воровать там и так далее, и так далее. И это очень странно было наблюдать, что слышать мне, моему чеченскому слуху, что ни флаг, ни государство не нужно. В любую страну ты приезжаешь, у тебя нет земли. Вот я думал, сколько бы проблем убралось бы у чеченцев, если бы мы были бы как цыгане, если бы мы не преследовали бы. Но это, к сожалению, или к счастью, это невозможно. Есть земля, 1000 лет наша, на которой 1000 лет хоронились наши предки. Есть 400-летняя, как минимум 400-летняя история борьбы за свою свободу и свое государство, за свою землю. История, которую тоже нам никуда не выкинуть. И мы тоже находимся в определенных рамках, которые я, например, нахожусь в тех же рамках, в которых мы будем двигаться. Да, Алмула. И все будет Ичкерия. Да, Алмула. Так, Астабе, где же эти борцы? Что-то там нигде не видно, помимо интернет-борцов. Так. Андрей Пьянковский. Русский мир – это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек, но уже не с топором, а с ядерной бомбой. Да. Так, Богеман. За Богеман. Так, я видел все 2 конференции и опрос Блинкина в Сенате. Они слабаки. Ты просто не понимаешь их ментальность и не понимаешь, какие они люди. Это был триумф русского рейха. Извиняюсь, конечно, но я вам скажу, не был это триумф русского рейха. Нет уже, все, с Россией вопрос решен. Есть огромные там интересы у Америки. Как я понимаю, Навальный, там, другие оппозиционеры, которые крутились вокруг американского посольства. Эти люди, некоторые искренне хотели, чтобы Россия вышла из этого болота, а некоторые просто делают карьеру себе, или же там по заданию КГБ действуют, или действовали вокруг вот этого американского посольства. И
Я до сих пор не верю, что Навальный это независимая фигура. Я считаю, что Навальный это поп-гапон, который должен был выявлять оппозиционных русских. Вот эти люди должны как-то были что-то изменить. Через них Америка там какие-то свои интересы решала. Большой бизнес в Америке 100% имеется, нефтяной, английские нефтяные компании там есть, ну много чего там есть. И это, конечно, продолжение будет, общение будет. К большому сожалению, я бы хотел, чтобы послали дрон, я призывал американцев, я писал об этом, послали дрон, уничтожили Путина, совершили акт справедливости, Патрушева, Путина, освободили русский народ и так далее, и так далее. Но это не произойдет. Да, если там Путин начнет убивать американцев, то, конечно же, это может произойти. Но до тех пор этого не произойдет. Никакого триумфа там не было, никакого русского рейха триумфа близко там не было. Большая досада, опять же, что они встретились, что Байден с ним провел встречу. Но Россия никто, и никогда ее больше не будет. Россия будет загнивать, она будет у себя там в болоте квакать, что у нее там все хорошо, там, что они великие и так далее, как Северная Корея это делает. И все. И будет медленное загнивание. А мы, чеченцы, должны готовиться, создавать кадры, структуру. У нас есть план, мы должны придерживаться этого плана. И каждый на местах должен действовать. И самое верное, что мы можем, не соглашаться вот с той политикой, которую нам навязали. И все. И на этом все. И что, вот такая вот ситуация. Все хорошо, время работает на нас. Чеченский след, Рязанский салах. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Чингова, алейкум салам. Машдуа, шадыша. Так, давайте чуть-чуть перемотаем. Асан, ты в чем-то можешь ошибаться, в чем-то можешь быть прав. Это нормально. Но если ты в чем-то не уверен, то не говори убедительно. Вот и все. О чем ты как найти? О чем ты? Ты конкретно скажи о чем. Потому что я, например, не всегда говорю, что я в чем-то уверен. Там. Я всегда говорю, что я могу ошибаться. И это сугубо мое личное мнение. Этот канал, это мое мнение. Я никому ничего не навязываю. Ну, там, за редким исключением. Палестин, яйцери захватить Аслан. Мы же good bless Аслан. Мы же good bless Палестин, яйцери захватить энергос. Американцы не хотят освободить Ичкерию. Как это жалко. Да. Как только падет режим Путина, политический мир сразу вспомнит о взрыве в Адаму в 1999 году. Да, абсолютно верно. Байден уничтожит Путина, секрет Ромтер. Да, я тоже так думаю. Байдена, я думаю, не переживет режим Путина. Надежда такая есть. Американцы видят угрозу в чеченцах. Магиканин, ББК. Я не думаю, в чем мы угроза. Мы самые договороспособные и выполним свои договоренности со всеми, кто с нами заключит эти договоренности. Поэтому я не думаю. Новая Россия — это триумф позора и стыда, говорит Владимир. Да, именно так. Этого раненого зверя заблокировал, но разблокирую его, потому что мне тут эти разные вбросы не нужно делать.
И я вас тогда не буду блокировать. Так. Сколько мы в эфире? Мы час в эфире. Я думаю, сегодня стрим на это можно закончить. Им нужен образ врага, говорит Якуба. Россия и ее власть играет роль по созданию из Америки образа врага. Для нынешней власти России это вопрос выживания. Да, я могу согласиться с вами, Якуба. Я могу согласиться. Это хорошо для Америки, что вот есть такой враг. Он и слабенький, и он есть. С одной стороны, это большой плюс. Но если, например, 11 сентября дело рук КГБшников, взрыв в Бостоне, за этим, я не сомневаюсь, стоят КГБшники. Коронавирус, за этим стоят КГБшники. Если это все подтверждается, то это угроза для Америки. И американские генералы, даже если политики с этим согласны, они не могут этого позволить. Они не могут, они должны охранять свою страну, защищать свою страну. Так посмотрим. Салам алейкум, аслам. Путин, получается, ради русского народа убивал чеченцев. Значит, вся Россия ответит. Я так думаю, аслам. Храни Америку. Алейкум салам. Раненый зверь — это гибульник. Да, это я сразу заметил за этим человеком какие-то странные посты. Надежды юношей питают, а ты уже далеко не юноша. Время идет и не в твою пользу, говорит. Чих-апчих. Да, нам вообще плевать, что вы там думаете, вы там захватили там территорию там с Россией, или вы предатели, которые мечтают сейчас устаканиться и жить с Россией. Нет, вы всегда будете предателями, а русские оккупанты всегда будут русскими оккупантами. И мы, свободные чеченцы, где бы мы ни находились, в тюрьме мы находимся, на чужбине или еще где-то, не имеет значения. Мы останемся настоящими хозяевами этой земли. И вы прекрасно знаете, именно я имею в виду и к предателям, и к русским фашистам, как вы нас боитесь. Ваш страх — это и есть ненависть к нам. Вы нас боитесь, потому что вы знаете, что вы неправы. И вы знаете, что мы за свое отлично себя показали, и это не закончилось. Это все записано золотыми буквами в истории. И растут у тех убитых вами людей сыновья, которые уже моего возраста, 30-летние, 20-летние, уже взрослые люди имеются в виду. Поэтому ничего не закончилось и никогда не закончится. Ровно до тех пор, пока наша страна не будет деоккупирована. Так что время работает на нас. Жизнь — это борьба. Мы боремся, мы будем об этом говорить, заявлять и делать все возможное, максимально нанести урон нашему противнику, кровному нашему, многовековому нашему врагу. Я считаю, это нормально. Словом, делом, в соответствии с действующим законодательством мы будем добиваться того, чтобы вам не было комфортно. Да, Алмула. Гражданин мира, свободные чеченцы, люди с большой буквы. Да, самое главное, что у нас все отлично, абсолютно. Все так хорошо, как не могло быть в нашем положении, по идее. Да? Все явится истина.
и сгинет ложь. Фриман антипутинец. Холмс, почему Путин обещает россиянам рай? Это элементарно, Ватсон, потому что он превратил их жизнь в ад. Вардас Поварда, всем привет из Литвы, привет Асам. Приветствую тебя, Вардас, привет, Литва. У России теперь, как всегда, нет постоянных союзников, армии и флота. Отныне есть только постоянные интересы олигархов. Да? Точно так. Так точно. Слава Ичкерии, говорит Вардас. Приветствую. Героям слава, Вардас. Чих-апчих, ты хозяин своего YouTube-канала и европейских ценностей. Смерть от старости, иммиграции, достойный исход. Свистеть, не мешки ворочать. Не свисти, я знаю, это не мешки ворочать, не свисти. Чих-апчих. Что значит моего канала? Не имеет значения, есть у меня канал или нет. Я говорю о идее. А ты сводишь к какому-то каналу. Да, сегодня один канал. Например, 2 года, когда я начинал, слово Ичкерия уже как бы вызывало улыбки у некоторых здесь. Сейчас же много-много каналов появилось. Да, ваших каналов тоже, российских этих цеховиков. Но если вы заметили, там чеченский след, рязанский сахар, антитеррор ЧРИ. И другие есть еще каналы, которые независимые, потихонечку пробивают свое место под солнцем. Пока мы это делаем не так профессионально, как хотелось бы, да, не так качественно, может быть. Но сам факт остается фактом. Наша идея победила. И дело не в моем канале или во мне как личности. Да? Это не имеет никакого, ровным счетом, никакого значения. Есть о том, что мы есть. Мы знаем правду. У нас есть документы на эту правду. Фото, видео у нас есть. И то, что физически, технически, в военном плане, в финансовом плане сейчас наш противник оказался сильнее, это ничего не меняет. Вот что. Вот чего вы боитесь. Вы боитесь не то, что я сижу тут что-то говорю. Вы боитесь, что мы есть и нас очень много. И большая часть людей, она просто молчит. Она многим не верит. Потому что благодаря вот русской лжи и обману доверие очень сильно потеряно. Но идея есть. Забыт убитых своих мы не забыли. Ни одного. Я вам клянусь, ни один чеченец не забыл убитого своего. Ни на одну секунду. Не забыли и не простили. О Аллах, биллахи не простили и никогда не простим. Ни России, ни предателям. Конечно, не огульно, не всех подряд, но виновны. Кого сможем установить. Кого не сможем, того Бог установит и накажет. Кого сможем, мы накажем. И это будет последняя завершающая точка в нашем государстве. Будет большой процесс. И этот процесс поставит точку становления нашего государства. Большой суд будет. Иншаллах. Далмуллах. Мы надеемся на это. Мы верим в это. А то, что там какой-то канал, я умру, со старости я умру, или меня они сюда придут, убьют, или я заболею, умру еще, это разве имеет значение? Это не имеет значения. Я сам как человек не представляю никакой, без своего народа, никакой отдельной своих каких-то личных интересов, каких-то своего видения. Я видение нашего народа говорю. Да, если я начну говорить, что моему народу не нравится, у меня не будет и поддержки, и на меня не будут там обращать внимание. Но я не могу
говорить то, что неинтересно народу, потому что я часть своего народа. И вы ничего не можете сделать со своими миллиардными телевидениями. Днем и ночью Кадырову, думаете, нужно каждый день по телевизору что-то говорить, там как-то показывать. Эта работа ведется. Это ведется работа для того, чтобы показать, что вот параллельная реальность, она реальна. Вот что вы нам хотите показать. А я один сажусь здесь, например, или другой кто-то садится, и то же самое говорит, что это не так. И давайте сопоставим. И мы узнаем, кто победит, а кто нет. Поэтому неправильный у тебя уклон делается, что там я умру от старости, эмиграции, туда-сюда. Я готов умереть в эмиграции, я готов умереть от старости, я готов прожить в эмиграции 100 лет, если мне столько отведено. Но никогда я не буду россиянином. Я презираю россиянинов. Я презираю Россию, фашистскую страну, которая убила моих 300 тысяч человек. Это не касается, опять же, всех русских. Речь идет о том, что я никогда не смогу позволить себе быть частью этой России. И никто, кто мне, на кого распространяется моя воля, никто из моей семьи не сделает этого. Пока я жив, по крайней мере. И все. Так, какая разница, где я умру? Ну, ты умрешь, например, еще не похоронят тебя на кладбище рядом с твоим дедушкой, отцом и где-то. И что? Ты станешь больше чеченцем? Ты предатель, если ты за русских, то ты будешь предателем, и ты сдохнешь предателем. И то никто тобой и гордится, там, не гордится, и гордиться не будет. Служил русским, которые убивали. Путин убивал ради русского народа. Вот он недавно говорит. Где вы, нохчейшу, дубош дала, кира дуагдачу? Ой, нохчей дуагдол, что нохчей умлардеш на дачу? Кира дуагдачу вообще, шумаша, я вижу кира хотя бы дуагдать, а подхила, цаум хельца есть кира. Цаума ямец. Шен лушло и 2 евро, 20 рублей ця шен лушло. И дукшун интересный. Вот вы кто. А то, что ты сейчас мне пишешь, заметный представитель, Шамишбусу Цахаун, заметный представитель диаспоры. Чих-апчих. Но хо غاسقشن وقوي لا حيخ просто حجوغي حاجين حيخ لا صحوجا يحق ديلا غاسقش ويش مورس اتريكيرا دوك داتا نوخشي واتسو يحتغيتوني ديل دا حيكيرا вообще تعاوما да дуя. Мои высказывания по Палестине, ты меня не втягивай в разговор. Ты за себя скажи. Тебе комфортно быть ничем? У русских, под русским быть тебе комфортно, вот они тебе дают эти 2 евро, 20 рублей этих дают. Ты за эти 20 рублей готов продать свое будущее, настоящее и будущее свое и своих детей. Сейчас, потому что у тебя не хватает дюйнов себе заработать эти деньги. Ты по-другому не видишь, как ты их можешь заработать. И ты готов просто делать все, что тебе они скажут. Вот твоя... Просто задумайся над этим. Ой, нет, суман. Хайрам, кацахит, бери, кацахиту. Шисуам. А давай скажем так, что ты там против Дудаева спасаешь свой народ, против ваххабистов, против Масхадова, там еще кого-то, демократов, Америки. Ты там что-то делаешь, и ты выбрал этот путь. Давай уберем деньги, которые ты получаешь от России. Скорее всего, ты какой-нибудь сотрудник или какой-нибудь работник их. Добро ты сейчас напишешь, что нет, но я уверен, что ты из этих. Убери эти деньги, поработай бесплатно. Поработай на Россию бесплатно. Люби Россию бесплатно. Умри за эту Россию бесплатно. Ты же этого никогда не сделаешь. Вот эта маленькая составляющая, которую незаметно ты получаешь в карман и кормишь своих детей, приходя домой. Вот ты из всего этого показываешь, кто ты есть.
Iduc ședegă. Pe uma deaț. Șu deaț are, șu nah deaț are, șu răsc și-n duhcluș. Și suam și-n delci duhcluș și na deaț are. Hăr halte deallahi deaț are. Aslan mascaya da niuha hilo kadiro amad răsc și-n uahcavel și ram halak de terțu. Первый там был, хаз была, тои, зауга, еви, кибеш, уж раз шабуахабел, первый там чубайтер. Ага, ой ночи цаш да, цахилла хой цаш. Ой киам дур, ой дай на нож, ой цаш дубош. Ой цаш цахилла, ой нюк а сукнаш хилла, дела доль сукнаш хилла, шек ам шемох духшдол, зачш хилла. أجزج كر ويجوب تدير ويقام خردات ويوم خردات أما يجدو ألوي دقيقش يجديت ديشدو سوير جوب دلا ديزر دو ها غاسق شتوي غاسق رسيه دا وغاسق شتعيه غاسق شتعيه نوخشي دو مبايخ Так, пойдемте дальше. Салам, Машал, Думасарги, антитеррор к нам зашел, Машол, антитеррор, Машал, иншаллах, ночью будет свободный анзор, Дудук Куев. Дал мула анзор. Аса Хазбулата, Давяхкан был мобир. Цертвам Давяхкан был мобир. Ну, Хазбулатов, я думаю, тоже приложил усилия к этому делу. Цаха Хазбулатов, роль уютига. Цухайна уюч, я помню, я сейчас по-чеченски говорю, извиняюсь, так как стрим у нас на русском нужно говорить, на русском, но некоторые вещи хотелось бы просто сказать чеченцам на чеченском. Очень важные вещи. По поводу Хазбулатова. Хазбулатов большой человек был. Очень большой человек был. Он мог бы очень много сделать. Но он сейчас в Плехановской академии, там, то он там декан или ректор. Все, что он делает, Раскшан Бобеш Набукуш. Из Заугаеву, из Милу, Автархана Уара. Ну и многие. И прикидывающиеся за нас тоже. Ну, буквально, да, что фамилия, что убийца. Мы все это знаем. Все у нас имеется, я надеюсь, имеется у многих наших того времени людей. Этим мы все будем заниматься. Ну, посмотрим. Все будет ичкерия, цащику ячун. Абсолютно все будет хорошо. Антитеррор ЧРИ, говорит Вардас Поварда. Очень классный канал у тебя. Да, антитеррор, молодец. Хазбулатов с Карауловым, Пургуном и врет много, но ничего он не сделал для своего народа. Ассаламу алейкум, Аслан и всем ислам ночи. Ва алейкум салам, ислам, машувай. Посмотрим. Друзья, наверное, этот стрим на этом и закончим. Вальдемара прочитаю сейчас. Штайнбрахер. Вальдемар. Добрый вечер, Асан. Привет из Кёльна. Тебя Германия признала политическим беженцем? Если да, рад за тебя. Добрый вечер, Вальдемар. Да, признала давно уже. И не только признала, Германия обеспечивает мою безопасность, скажем так. Не вдаваясь в детали. Чеченский Рязанский Сахар, приветствую, брат, рад видеть тебя. Максим Господарь говорит, так, предатель, фрукт, которым лучше всего висеть на одном из суков дерева свободы, говорит Генри Бичер. Да-да,
Мы очень удивляемся, когда видим Кадыров, например, говорит, здесь есть какие-то дома, с которых там дома терпимости там и так далее, и так далее. Но измена, продажа своей совести, своей чести, своего интереса, своего народа, это более тяжкое преступление, чем продажа самого себя там, или женщиной и так далее. Это намного жестче. Но почему-то эти люди, которые себя продали свою честь, свою совесть, свой народ, интересы своих поколений, своих детей, эти люди почему-то считаются какими-то уважаемыми, успешными, там, если у них есть группа людей вооруженных вокруг, дорогая машина, дорогой дом, все из уважаемых. Вот что уважаемый. Что уважаемый, да, что. Хиля да, что уважаемый. За 2 рубля продались, какое к вам может быть уважение? Вы продали то, что вам не принадлежит. Вы продали будущее своего народа, продавшись оккупанту. Человек, женщины, они себя только могут продать. А вы хуже, чем эти женщины. В нравственном плане. Ну и вред больше от вас. Так. Амидек, я ничего не понял в видео с укрдепутатом. Неужели в знак уважения он не мог на русском говорить? Я не говори на языке, я не понимаю. Но мы вначале, у нас был разговор такой, что мы будем говорить сперва там на русском, потом перейдем на украинский. Потом перед самым разговором я сказал, я в принципе все понимаю, может, хотя я не все понимаю на украинском, особенно когда они быстро говорят. И вот у нас произошла путаница просто, что вот мы вроде бы согласились говорить на русском, да, все будем говорить, потом сперва начнем на украинском, и вот затянулось, они между собой начали говорить, я не вмешивался, и вот так пошло. Ну и я думаю, такие вещи украинцам, когда они, получается, своих о себе плохо, да, это же очень не красит украинцев то, что сейчас происходит в батальоне. Такие вещи, как я сейчас на чеченском говорю, украинцам, наверное, комфортнее говорить между собой, что есть, то есть, но лучше это сказать на украинском, чем на оккупационном. Наверное, может быть, так. Никакого неуважения нет, очень уважительно мы общались. И поддерживать будем дальше наши отношения. Так, тот, кто становится пресмыкающим червем, предателем, может ли затем жаловаться, что его раздавили? Отлично сказано. Так, Аслан, для ночи шейкей не имеет значения, только честь и совесть для ночи. Да? По идее, да. Было хорошо, если вы все придерживались этого. Вальдемар Штайнбрайхер. Асан, рад за тебя. Ты делаешь много для своего народа. Ты делаешь великую работу. Ичкерия будет свободной. Спасибо, Вальдемар. Спасибо большое. Стыд определяет сознание, которое отсутствует у предателя. Побольше бы чеченских блогеров, тогда мы точно победим. Да, обязательно мы победим. И блогеров мы тоже будем создавать. Над этим определенная подготовка ведется. Будем работать. Чеченский взгляд Рязанский Сахар. Путин сказал, Кадыров старший пришел к нему до начала боевых действий на Кавказе. Да. Конечно, это был предатель. Я не понимаю, как
можно было этого предателя тогда еще оставлять. Говорят, что у него было там имя Адам, об этом знал Яндарбиев там, и так далее. И все. Ну как? Сунца, заигрывать, дынок. Заигрывали, и вот мы получили. Заигрывали, вот мы получили. Бухиди, да, то сам дачи, лучше заигрывать. Ставим лайки и подписывайтесь на канал Реалити, говорит Чеченский след, Рязанский сахар. Подписывайтесь на Чеченский след, Рязанский сахар, на антитеррор, Ичкерия Форева и на все каналы, которые вот у меня есть здесь на канале. Подписывайтесь на все эти наши каналы. И на мои другие каналы тоже, друзья. На нас идет атака, мы говорим на этом канале правду и давайте держаться вместе, чтобы нас не обманули. На этом наш стрим заканчивается. Я думаю, сегодня закончим мы наш стрим. Следите за анонсом. Будет, когда будет стрим, я пока не могу сказать. Очень сильно загружен. Реально очень загружен. Ну, как говорится, все будет Ичкерия. Да, Аллах. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Адикюэль, машу аль бюсте. Спокойной ночи и до свидания, друзья.